Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о темах вечернего выпуска. Глава региона Айсан Николаев передал военную технику бойцам из Якутии в зоне спецоперации. Якутская разработка «Сильван» выйдет на межрегиональный рынок благодаря сотрудничеству Фонда развития и инноваций Республики и компании «Ростелеком». Как уберечь свое зрение от опасных солнечных лучей, расскажут наши коллеги. День оленевода отпраздновали в Алданском районе Якутии. Сборная Оленского района стала победителем чемпионата республики по волейболу. Якутия продолжает поддерживать воинов-якутян. Глава республики Айсан Николаев передал отряду «Барс-2» гуманитарный груз. Это 4 модернизированных квадроцикла, противодроновые ружья, тепловизоры, прицелы, дроны, коллиматоры, рации, дополнительная экипировка и продукция компании «Хату-Тент». Военнослужащие и мобилизованные из Якутии с честью выполняют все поставленные перед ними боевые задачи. Бойцы передают благодарность всем якутянам за помощь и поддержку. Благодаря нашей общей работе мы передали новые квадроциклы, изготовленные специально по просьбам наших бойцов. Это модернизированные «Соколы». И уверен, что вот передача новой техники, которая может как раз в сегодняшних условиях здесь очень помогать нашим бойцам, различных видов снаряжения, антидроновых ружей, конечно же, позволит нашим бойцам еще лучше выполнять свои задачи, защищать нашу Родину, уничтожать врагов. Хочу, значит, от лица всего личного состава батальона поблагодарить республику в лице главы за неоценимую помощь и поддержку, которую вы нам повсеместно оказываете. Значит. Особенно обращаю внимание вот за вот эту технику, которую видите вы на заднем фоне. Она нам в нашей работе непосредственно очень сильно поможет. А также за всю остальную гуманитарную помощь. Это специальные приборы, средства связи, а также амуниция, экипировка. Дорожно-строительный сезон стартовал в Якутии в рамках очередного этапа реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Продолжатся работы в границах города Якутска на участках региональных автомобильных дорог НАМ и УМНАС. Начнется капитальный ремонт транзитного участка автодороги УМНАС в городе Алекминск. После реконструкции в этом году будут сданы в эксплуатацию мосты через реки Нюя в Ленском районе, Менкюле и Тампарук в Тампонском районе. Всего в дорожно-строительный сезон этого года планируется обеспечить ввод порядка 245 километров дорог регионального и межмуниципального значения, а также привести в нормативное состояние свыше 540 погонных метров искусственных сооружений. Владивосток накрыл мощный снегопад. В Приморье 12-13 марта было объявлено штормовое предупреждение из-за циклона с сильным мокрым снегом и порывами ветра до 27 метров в секунду. Сильный снег в дальневосточной столице шел больше суток. Высота покрова составила 30 и более сантиметров. Дорожники в усиленном режиме продолжают расчищать дороги и пешеходные связи от последствий разгула стихии. Подробнее расскажет Лидия Гасанбалаева. Традиционно мартовский снегопад накрыл Владивосток. Свободное посещение в детских садах и школах, работники на удаленке. Многие спуски и подъемы закрыты для проезда. Все силы в дальневосточной столице брошены на борьбу со снежной стихией. Непогода привела к росту числа аварий на дорогах дальневосточной столицы и не только. В городе работает более 200 сотрудников дорожно-патрульной службы, а расчисткой дорог занимаются более 150 единиц снегоуборочной техники. Самые сложности это на самом деле заключается только в наличии транспорта на автодорогах. Это самая главная проблема. Людей предупреждают заранее, что не выезжать, но все-таки не придерживаются этого сигнала и выезжают на дорогу. Тем самым мешает проведению дорожных работ по очистке снега на дорогах. Конечно же, работает техника снегоуборочная, но также есть и специалисты, которые работают лопатами, очищают тротуары, труднодоступные места, пешеходные дорожки, лестницы. Неудобства в передвижении испытывают не только автомобили, но и пешеходы.
Хоть расчистка улиц идет практически круглосуточно, но сил явно недостаточно. Поэтому многие тротуары и пешеходные зоны завалены непроходимыми сугробами. Ситуацию усугубляет опасность схода льда с крыш зданий, из-за чего пешеходы вынуждены периодически идти по проезжей части. Очень много снега выпадает. Месячная норма, скажем так, наверное, за сутки, за двое суток. Ну и дорожная служба города Владивостока хоть и выезжают ночами, работают, но не справляются. За ночь, например, расчищаются центральные дороги, а придомовые территории чистят, например, управляющие компании. Но, к сожалению, вот сегодня я на работу добиралась минут 40, когда обычно минут за 15 я доезжаю до работы. Сегодня пришлось подольше постоять на остановке и ехать на автобусе до работы. Хоть снегопад в марте – это всегда ожидаемое событие для Владивостока, но подготовиться во всеоружие к нему бывает очень сложно. Это связано как с особенностями рельефа города, так и с огромными человеческими и техническими ресурсами, необходимыми для борьбы с последствиями стихии. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Масштабный федеральный проект «Стартап-тур» фонда Сколково состоится 12 апреля в 5-й раз в столице республики. Участники пройдут программу погружения в креативную индустрию в рамках серии мероприятий для поддержки регионального креативного и бизнес-сообщества в условиях текущих вызовов. Ключевым мероприятием станет конкурс технологических проектов. Его основная задача – помощь инновационным командам с упаковкой, развитием и продвижением своих стартапов, а также предоставить им максимум возможностей для дальнейшей реализации этих проектов. В этом году к традиционным направлениям организаторы добавили трек «Креатив Тэч». Работу участников оценят ведущие представители инновационного бизнеса, инвестиционного сообщества, потенциальные потребители, партнеры и спонсоры стартапов. В лаборатории технологии полимерных нанокомпозитов при СВФУ активно идет работа над совершенствованием заводских материалов для эксплуатации в условиях экстремально низких температур. Галина Чекурова с подробностями. Лаборатория технологии полимерных нанокомпозитов ведет свою деятельность на протяжении 11 лет. Так, за это время было создано более 30 патентов полимерных композитов, способных бесперебойно работать при низких температурах. Здесь у нас резинотехнические материалы из разных резин, например, бутаден нитрильного каучука, политетрафторэтилен, СВМП у нас есть. А также здесь мы разрабатываем не только морозостойкие полимерные материалы, у нас есть новые разработки по созданию двухслойных материалов, сочетающих в себе две полимерные матрицы – это резина и пластика. Изготовленные устройства используются в республике в основном на предприятиях жизнеобеспечения, для которых техника играет немаловажную роль. У них есть внедрение в таких предприятиях, как Алроса, Алмаза-Анабара, наш водоканал Якутский. То есть они делают такие изделия, которые уплотнители, либо на местах трений каких-то узлов, там, суставчиков этих узлов. И я то, что знаю, они поставили сайлент-блоки в Land Cruiser. Так этот Land Cruiser, он не менял этот сайлент-блок, наверное, года 2 уже. Минус 50 он ездит, круглогодично он ездит. Василий Мухин – один из тех, кто вложил значимый вклад в создание специальных полимерных композитов. Так он принял участие в создании морозомаслостойкой резиновой смеси на основе смесей каучуков и способов ее получения. На данный момент здесь представлены пыльники для автомобильной техники. Разработанные нами образцы имеют маркировку СВФУ. А вот образцы, которые промышленные. На вид они практически одинаковые, но по морозостойкости наши намного превосходят промышленные аналоги. Почему? Потому что при минус 50 обычно происходит такое, что промышленные резины превращаются в твердый материал и разбиваются, ломаются. Да? А наши могут сохранять морозостойкость до минус 50 и даже ниже. Можно сказать, что наши материалы производятся пока мелкосерийно. На данный момент созданные в лаборатории материалы проходят испытания в ТИКСе в условиях арктического климата. И, по словам сотрудников, уже сейчас есть хорошие результаты. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск.
Разработка Сильвана якутской компании будет масштабирована в другие регионы. Фонд развития инноваций Якутии и Ростелеком будут реализовывать мероприятия для поддержки развития IT-разработок и инноваций республики. Так, провайдер выразил заинтересованность к программному комплексу «Сильван» компании Smart Unit, резидента технопарка Якутии, и намерен содействовать его интеграции в другие регионы страны. «Сильван» – это система противодействия лесным пожарам. Комплекс объединяет и автоматизирует обработку всех данных о возгораниях, учитывает данные по картографии, направлению ветра, расстановке сил и средств. В автоматическом режиме определяет площадь и кромку пожара. С мая прошлого года система внедрена в практику. Якутян приглашают к участию в программе подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский-2030». В программе могут участвовать граждане от 21 до 35 лет, имеющие высшее образование. Цель данной программы – подготовка высококвалифицированной управленческой команды Дальневосточного федерального округа. В отборе на первый поток программы от республики участвовало 262 человека. По итогам финальных мероприятий в число курсантов вошли 2 представителя республики, которые завершают свое обучение в марте 2023 года. Ухудшение зрения, нарушение развития речи и негативное влияние на незрелую нервную систему ребенка. Современным людям трудно представить свою жизнь без гаджетов. Даже дети начинают ими пользоваться с самого раннего возраста. О том, как влияют телефоны и планшеты на общее состояние ребенка и что об этом думают специалисты, смотрите в сюжете Светланы Амосовой. Жизнь современного человека уже не представляется без таких вещей, как планшет, телефон, компьютер. Дети, наблюдая за жизнью взрослых, с пеленок начинают интересоваться гаджетами. Отношение родителей к внедрению смартфонов в жизнь ребенка неоднозначное. Одни активно их используют, другие настойчиво пытаются оградить чада от современных веяний. Мне кажется, лучше книжку почитать, чем сидеть в телефоне. Лично я против, чтобы вот такие маленькие дети использовали гаджеты, потому что, мне кажется, рано или поздно они все равно будут использовать, но я пытаюсь максимально этот момент оттянуть. Для малышей раннее знакомство с гаджетами и чрезмерное времяпровождение в них идет вразрез с возрастными, конкретными и очень важными задачами. Изучать окружающий мир, возможности и способности своего тела, развивать крупную и мелкую моторику, что напрямую связано с развитием речи. Софья Федотова, логопед с 8-летним стажем, говорит, что в последние годы стало много обращений 3-летних детей с задержкой речи. Как логопед я не рекомендую давать телефон до 3 лет. Когда идет активное становление речи, всех функций внимания, памяти, мышления, общая моторика, когда должна развиваться, и мы даем телефон, это все задерживается и отражается на речи. В свою очередь неврологи также не рекомендуют давать телефоны в первые 2 года жизни малыша. Ведь как раз в это время идет формирование мозга и нервной системы ребенка. Более того, смартфоны негативно влияют на сон. Самым таким неблагоприятным изображением является синий свет, который снижает выработку мелатонина. Поэтому желательно за 2 часа до сна не пользоваться гаджетами, чтобы не нарушался сон. Может сопровождаться какими-то такими устрашающими сновидениями, сноговорениями, снохождениями, а это эквивалент эпилепсии. Не стоит также забывать про вред гаджетов для спины и в целом физического состояния ребенка. Дети, проводящие много времени за играми, мультиками, гораздо меньше двигаются. Тренер по стрельбе из лука Туяра Старостина отмечает, что современные школьники физически не развиты и не умеют выполнять простые упражнения. Дети у меня не такие, в телефоне не сидели, раньше как бы подвижны. А сейчас дети пришли, вот как бы после пандемии еще хуже стало. У них вес этот большой, они не умеют, главное, не умеют бегать. Элементарное же это, не умеют бегать, на скакалках не прыгают, не умеют отжиматься. Поэтому тренера призывают отдавать детей в секции и прививать у них любовь к спорту и активному образу жизни. Ну и самое главное, важно помнить и придерживаться цифровой гигиены. Дошкольникам рекомендуется использовать смартфон не больше часа в день, а школьникам разрешается проводить время за телефоном только 1,5–3 часа. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. Якутское солнце опасно для зрения. В группу риска чаще всего попадают люди преклонного возраста. Многие люди ошибочно полагают, что солнечные очки – исключительно летний атрибут. На самом деле в защите от агрессивных солнечных лучей наши глаза нуждаются круглогодично. Как уберечь свое зрение, расскажет Надежда Саханская.
Ослепляющие лучи пагубны в период активного солнечного излучения весной, поскольку снег кристаллизуется и дополнительно идет преломление света от этих кристаллов. Для того, чтобы впоследствии не обращаться к специалисту с возникшей патологией, следует заранее позаботиться о своем здоровье. Если слишком много солнца, например, попадает на глаза, на сетчатку, это может повлиять на остроту зрения в дальнейшем. В основном это влияет на возрастных людей, у которых появляются изменения на глазном дне. Например, для того, чтобы защититься от бликов экранов компьютеров, глаза могут уберечь специальные капли и гели, увлажняющие роговую оболочку, а также витамины для хрусталика. Но как ответственно подойти в защите своего зрения с выходом на улицу? С приходом весны увеличивается световой день, и, как следствие, солнечные лучи начинают отражаться от снега, что неблагоприятно сказывается на зрении человека. Разумеется, здесь не обойтись без соответствующей защиты. Так смотрится гораздо лучше, но, разумеется, чтобы выбрать соответствующий аксессуар, здесь не обойтись без консультации специалиста. Мы отправляемся в салон оптики, где потребителю помогут сделать правильный выбор. Необходимо учесть, что перед приобретением очков стоит проконсультироваться с врачом-офтальмологом. Мы рекомендуем покупать качественные сертифицированные очки в проверенных хороших салонах или магазинах. И также можем рассказать о том, какие виды солнцезащитных очков. Можно приобрести фотохромные линзы, можно с диоптриями сделать, можно без. Сейчас также популярны водительские линзы. Они максимально защищают также от ультрафиолета, защищают от отраженного света, то есть слепить не будет, тем самым безопасно будет на дороге. Вопрос защиты зрения по-прежнему остается актуальным. Глазам необходима защита от яркого света солнца и его лучей. Но одного отрицать нельзя. Солнцезащитные очки необходимы весной даже сильнее, чем летом. Ну а выбор такого аксессуара для каждого индивидуален в зависимости от применения и возможных медицинских показаний. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. В алданском селе Хатыстыр прошло празднование Дня оленевода. Тружеников тайги поздравили жители не только района, но и Якутии и России. Традиционно в дни весеннего равноденствия подводятся итоги минувшей зимы, а в праздник принято отрешаться от повседневных забот и погружаться в веселье. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Озеро в центре села Хатыстыр заискрилось самобытной красотой эвенкийских гуляний. Белецкая земля вновь принимала гостей. В дни весеннего равноденствия праздник отмечают оленеводы-кочевники. Погода в этот день выдалась холодной и ветреной. Впрочем, на теплой атмосфере торжества это обстоятельство не отразилось. Как всегда, приехал на праздник, никогда не пропускаю. Вот, отведаем мясо настоящего, экологически чистого. Но так отличная атмосфера, все нормально. О силе духа, крепких руках и добром сердце детей Севера сложены легенды. После приветствия династии оленеводов хозяева и гости погрузились в веселье. В переливах песен кружились хороводы, а все желающие могли помериться силой и ловкостью в национальных видах спорта. Праздник проходит очень хорошо, несмотря на погодные условия, но мы люди терпеливые, выдержанные, экстремалы, наши оленеводы. Приехали очень из далеких участков, наши оленеводы, очень рады увидеть своих родственников. Богатство эвенкийской культуры в полной мере было представлено в палатках как трудовых коллективов, так и родовых общин. Праздник собирает на хатыстырской земле оленеводов, постоянно проживающих в тайге. Отрешаясь от повседневных забот, они обмениваются новостями и делятся планами. Конечно же, на столы в этот день подаются лучшие национальные блюда. Традиционные блюда все есть у нас, начиная от мозгов оленях и заканчивая мясом. Гусь есть, глухарь есть, все. Представитель общины Бута Надежда Михайловна Григорьева – знатная рукодельница. Она изготавливает убранство для дома и шьет одежду всей семье. Личную коллекцию шедевров мастерица неоднократно представляла на региональных и российских выставках. В день оленевода Надежде Михайловне было присвоено звание народного мастера Якутии. А умение рукодельница передает молодежи. У меня тут целая деревня, наверное. Все спрашивают все это. Все от меня все спрашивают и приходят, мастер-класс делаем.
Праздник оленеводов любим не только алданцами. На явинкийские гуляния приезжают жители из разных районов Якутии и городов России. Гости желают виновникам торжества благосклонности природы матушки, здоровья и счастья. На этом празднике я первый раз, так как я приехала с города Читы. Мне очень понравилось, весело. Вот хотим посмотреть на гонки. Ярким моментом гуляний стали оленьи гонки – галопом, рысью, в санях и верхом. Древнейший праздник северного народа великолепен национальным гостеприимством и исконной явинкийской теплотой. Его особая ценность заключается в сохранении традиций и культуры. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, село Хатыстыр. Раскрыть основные принципы демократических выборов, охарактеризовать избирательную процедуру, выяснить, где впервые прошли выборы. Это и многое другое в игровой форме узнавали участники игры на знание избирательного права. Иван Лазаренко расскажет подробности. В Нерюнгри прошла интеллектуальная игра «Умники избирательного права», посвященная Общероссийскому дню молодого избирателя. Команды Южно-Якутского технологического колледжа, Нерюнгринского медколледжа и Северо-Восточного федерального университета состязались в знании избирательного права, истории выборов, устройства выборной системы России. Игра была направлена на просвещение, информирование молодых будущих избирателей в области избирательного права. Вот посредством таких игр, деловых игр, интеллектуальных, я считаю, что тема выборов усваивается лучше. Они приобретают практические знания, которые впоследствии могут уже использовать в своей жизни. То есть это как опыт, когда они придут на избирательные участки, они уже будут знать, какие у нас представительные органы, какие выборные должности и так далее. Соревнования прошли в формате викторины. Некоторые вопросы не вызывали трудностей, а над некоторыми заданиями командам пришлось серьезно потрудиться. Как итог, убедительная победа команды Северо-Восточного федерального университета, давшей максимальное количество правильных ответов. Игра в целом была довольно интересно составлена. Нашей команде целиком понравилось принимать в ней участие. Были сложные вопросы касательно дат и функциональности тех или иных собраний. Очень понравились вопросы, связанные с цитатами каких-либо представителей власти. Подобные мероприятия проводятся ежегодно. И, как отметили организаторы, такие игры – залог воспитания настоящего патриота и гражданина, человека, который знает и любит историю своей страны и родного города и не останется равнодушным к политическим реалиям. Обязательно придет на выборы. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Ленские волейболисты стали чемпионами Якутии. По итогам пятидневной борьбы на республиканском чемпионате по волейболу, который проходил в Ленске, хозяева гостеприимной земли стали лучшими среди лучших. Таких результатов не было у команды более 15 лет. С подробностями наши коллеги. Последний день чемпионата. Борьба за первое место была самой напряженной и зрелищной. Команда Ленского района сразу же в первом периоде проиграла команде Намского района, но во втором и третьем периодах обошла соперников. Решающим оказался четвертый. Ленчане начали его очень уверенно. Один за одним набирали очки. Уже никто не сомневался, что победа будет за нашими ребятами. И они одержали ее со счетом 3-1 и стали чемпионами республики. Это очень принципиальный для нас соперник. По личным встречам у нас ни одной победы еще не было. Мы как-то играли у них дома и проиграли, ведя в счете по партиям 2-0 у них на родной земле. Теперь мы на своей земле, как говорится, и победили со счетом 3-1. Помогла одержать им победу, признаются наши волейболисты, поддержка зала. Болельщики были очень активны. Впечатление вау. Я больше даже другого сказать не могу. Переживали всей семьей, пошли на сегодняшний финальный, получается, игру и переживали, болели за наших. Все 4 игры, накал страстей неимоверный, адреналин зашкаливает. Я очень рада, что победила наша команда. В дальнейшем им только побед. Среди болельщиков были и представители общественности и районной власти. Глава района Жумарта Бельманов не пропустил ни одной игры наших ребят. Наша победа заслуженная. Наши ребята показали свой класс. Я понимаю, что они там находятся вместе. Нет такой сыгранности. Но в любом случае они победители не судят. А сама по себе все игры прошли достаточно высоком уровне. Все команды показали реально хорошую игру. Тренер ленской сборной остался доволен игрой. Рассказывает, что она была очень зрелищной и красивой. Я очень счастлив.
Хотя я был уверен в своих ребятах, были настроены, должны были победить и победили. Очень хорошо сыграли и выиграли. Призовой фонд чемпионата составил 700 тысяч рублей. Его собрали спонсоры мероприятия. По итогам третье место заняла команда города Якутска. Ей вручили приз в 100 тысяч рублей. Второе место завоевала команда Намского района. Ее награда составила 200 тысяч рублей. Победители чемпионата Ленская сборная получила 300 тысяч рублей. Светлана Полеева, Александр Ильчук, Ленск. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.